Показывать новые рекорды после продолжительного перерыва в тренировках оказалось непросто. Первый день чемпионата и первенства республики по плаванию прошел вполне предсказуемо. В тройке лидеров неофициального командного зачета Сыктывкар, Воркута и Ухта. Если в столице Коми и Жемчужине Севера тренировочный процесс останавливался в этом году, то у заполярной команды есть преимущество, они плавали без перерывов. Анастасия Тюрнина о результатах. Проплыть по мастерскому разряду сыктывкарцу Артему Есаулову помешала болезнь. Но вирус не помешал ему подняться на пьедестал чемпионата республики. За короткое время он успел подготовиться к соревнованиям и стать первым на своей дистанции. Выносливость падает, здесь тоже восстанавливаться, поэтому надо побольше плавать после болезни. Сборная Усинска приехала в полном составе. Контроль прошли, ПЦР-тесты отрицательные. Боевой настрой и пловцы из нефтяной столицы региона в списке призеров. Вообще, признаются спортсмены, в этом сыктывкарском бассейне они всегда показывают высокие результаты. Здесь постоянно старты проходят, как родной уже бассейн. Классный бассейн, светлый, очень нравится. Для многих пловцов это первые серьезные старты в этом году. Соревнования отборочные. Здесь решается судьба сборной региона на весь сезон. Впереди чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа. Дальше федеральный уровень. Конкуренция серьезная, но наши пловцы стабильно в десятке сильнейших. Центральный регион, они спортсмены немножко другого уровня и физиологического строения. Республика Коми, мы же на севере живем. И детки наши чуть попозже начинают плыть, но тем не менее среди наших спортсменов есть и мастера международного уровня. Поэтому мы боремся, готовимся. Эстафета 200 метров вольным стилем. Первые – сыктывкарские спортсменки. Дистанция престижная, но этого столице Коми не хватает, чтобы в неофициальном командном зачете опередить Воркуту. Сегодня заполярная сборная – лидер. У них 14 золотых медалей. Анастасия Тюрнина, Виктория Палкина, Олег Юшков, телеканал Юрган.